У меня достаточно интересная история изучения казахского языка. Я начала его учить после 11 класса на каникулах, потому что у меня было несколько друзей в Казахстане, и я посчитала, что это будет очень интересным немножко проникнуться их культурой. Затем я поступаю в университет, и то, что я буду изучать казахский, остается тайной очень долгое время остается тайной. Затем мы это узнаем, и я решаю, что это моя судьба. Казахский язык очень интересный язык в плане... Нет, для меня он простой для понимания сама структуры языка. Я сама по национальности марийка, и иногда... просто в казахском языке есть специфические звуки. И в моем языке тоже есть такие же похожие звуки, поэтому для меня они понятны, и я вижу разницу. И поэтому как-то для меня это легче воспринимается. Структура языка вообще абсолютно все новое. Это обилие окончаний в казахском языке. Это, я думаю, самое сложное. Но наш преподаватель нашел с нами общий язык, и процесс обучения стал неимоверно легким. Сам процесс изучения у нас в казахском центре интересно изучать, интересно проходят пары. Сидеть на паре, обсуждать топики, и пить чай при этом, как казахская традиция. У нас 9 человек, все из Москвы, кроме меня. Нам нравится ходить на пары, потому что нам нравится процесс изучения. У нас свой центр, у нас преподавательница хорошая. Вот за счет этого хочется ходить на пары и учить его. В начале обучения было как-то более нейтральное отношение к языку, потом я прям прониклась им, и культура в меня проникла, и я нашла для себя цели. С помощью казахского я смогу их достичь. У нас интересный был случай, когда смотрим мультфильм, выключают звук, и мы озвучиваем мультфильм на казахском. Вот. Мы выходили по парам и, получается, на ходу и озвучивали. Это интересно. Потом мы смотрели казахские СМИ, новости, смотрим новости и выписываем какие-то важные события. Из прошлой группы 2 девчонки, они как раз запустили проект, и Москва-Казахша. И вот мне кажется, это вот как раз вот то, что нужно делать. Они как раз рассказывают и о центре, и вообще о том, что студенты показывают, что студенты других стран, в России, точнее, изучают казахский. Вот мне кажется, в таком плане нужно больше об этом рассказывать и писать. Да, там Камшат Апай включает нам разных исполнителей. Народные песни в Казахстане мне так нравятся. Когда в Казахстане у нас был один преподаватель, который играл на дамбуре, и вот он очень хорошие песни пел, и мне прям запали в душу. Шымкент Кыздары. Вот это очень классная песня. Мы часто с друзьями слушаем и танцуем под эту песню. Там вот очень круто представлен, очень стильно сделан клип, и мне прям очень нравится. При поддержке фонда первого президента и посольства Республики Казахстан в России наша поездка в Казахстан смогла осуществиться. Мы там пробыли чуть больше месяца, и это был просто незабываемый опыт. Мы 4 недели мы были в Астане, 2 недели жили в городе Алматы, и меня поразила абсолютная дружелюбность людей и то, как они легко идут на контакт. Но вместе с тем же несколько смущала эта же близость. Например, в очереди мы стоим, и к нам очень близко стоят люди. Или в очереди в банкомат. Или в каких-нибудь других ситуациях, когда абсолютно незнакомый человек находится к тебе близко.
Вот, но когда ты знаешь уже этого человека, вот эта близость, ну, это достаточно приятный. Практика в самом Казахстане, когда ты уже начинаешь разговаривать с живыми людьми, и не просто на парах, когда ты выучил какой-то топик, а едешь с таксистом, разговариваешь с ним на казахском. И мне очень нравится их реакция на то, что русские люди и вообще какие-то другие, из других стран люди учат казахский язык. Для них это так удивительно, им так приятно, что бывало, что они нас бесплатно на такси довозили. Вот. Я бы хотела очень сильно насчет туризма налаживать связи, потому что в России не очень хорошо люди осведомлены о богатствах как бы, природных Казахстана, о том, что, например, есть Чарынский каньон. Это просто для российского туриста будет бомба, например. Горный туризм, горнолыжный. И, в принципе, такой популяризировать туризм, когда ты уходишь в степь и живешь в юрте и таким традиционным бытом занимаешься. Я думаю, это такой достаточно и бюджетный, и очень необычный будет. Ну, хочу поздравить всех студентов с их, скажем так, профессиональным днем. Студенческие годы, мне кажется, самые яркие годы в жизни человека. И я хочу пожелать всем студентам прожить их, взять максимум из этого периода их жизни и тратить время не только на учебу, но также на внеучебную деятельность, чтобы развиваться. И не сидите просто дома за лекциями, а участвуйте в студенческой жизни.